Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Это известные фразы из кинофильма «Кавказская пленница». Можно характеризовать каждую представительницу российского женского хоккея. Но вот знают ли простые жители Казани, насколько хороши российские хоккеистки? Мне кажется, что какой-нибудь менеджер такой солидный. Ну, на модель, конечно, похоже в таком стиле. Вот это фотомодель, вот это студенткой, то же самое. Это хоккеистки сборной России по хоккею. Да вы что? Я обалдел от этого. Ну-ка, давайте я еще посмотрю. О том, что в женском хоккее есть место красоте, мог убедиться каждый, кто пришел на Нефтехим-арену. В рамках недели звезд хоккея КХЛ на домашней арене Нижнекамского нефтехимика сошлись Восток и Запад. Сборную Востока вывела Ольга Сосина, воспитанница альметьевского хоккея, участница 3 последних Олимпиад и капитан женской сборной в Олимпийском Пхенчхане. Именно ее победный буллит в ворота финской сборной в 2016-м принес России бронзу чемпионата мира. В составе уфимской «Агидель» Ольга Сосина по итогам прошлого сезона была признана лучшим игроком женской хоккейной лиги. В матче звезд компанию ей составила Ландыш Фаляхова. Уроженка Сабинского района сейчас играет за Нижегородский «Скиф». В команде Запада еще 2 татарстанские хоккеистки. Поболеть за Лиану Ганееву, защитника питерского клуба «Горный», из Актаныша в Нижнекамск приехала вся семья. Сами любители хоккея, в деревне играем на катке, у нас здесь каток на улице. И она с нами пошла и начала играть с мальчиками, с моими коньками, большими коньками начала играть. В этот вечер особую гордость за свою дочь испытали и родители Фанузы Кадировой. Будущая нападающая из СКА «Горный» в хоккей пришла в 5 лет. А сейчас 20-летняя уроженка Кукмара входит в 5 снайперов красивой лиги. Жалко было уезжать из Татарстана? А что делать, если играть надо на таком уровне? Пришлось уехать, не сидеть в Казани ждать, пока команда появится. Открывайте хоккей в Татарстане. Матч звезд красивой лиги завершился победой Запада. Татарстанские хоккеистки свой актив записали 2 шайбы и 2 результативные передачи. Ими будут гордиться болельщики Нижнего Новгорода, Уфы, Питера, но не Татарстана. Потому что в республике нет профессионального клуба. На зажигательные танцы своих подруг по случаю победы Надежда Модина с трибуны смотрела с грустью. 3 года назад по семейным обстоятельствам призер молодежного чемпионата мира вернулась домой в Нижнекамск. Тренирует мальчиков из дворовой команды. А все мечты о большом спорте. Будущее. Я хочу посвятить развитию все-таки женского хоккея, потому что очень мало кто занимается этим. Девочки хотят играть. Мне грустно на тебя смотреть, какая боль, какая жалость. Знать только Ивова иметь там в сентябре с тобой осталось чужой. В раздевалке Камско-Полянской «Искры» перед началом тренировки звучат не наставления тренера, а стихи поэтов Серебряного века. Понятно? Вот так вот мы должны Аснакаева дергать. Выходим, разминочка, прокат в центре, а потом уже начинаем с шайбочками. Из «Искры» возгорится пламя. Это точно про этих девчонок. «Искра» – одна из сильнейших команд в Татарстане. Победитель турнира «Золотая шайба» и республиканского первенства. Настоящая кузница кадров. Самая яркая «Искра» – капитан Диана Рахматуллина. Девчонки в моей команде, по секрету скажу, говорят, что хоккей мешает учебе. На самом деле нет. Мешает все, но не хоккей. В этом году Диана заканчивает 11 класс. Если продолжит учебу в Казани, будет играть в местной любительской команде «Форвард». Говорит, что уже договорилась. Привет, заходи. Девочки, знакомьтесь, это Люсия. Привет. Капитан «Форварда» Кристина Антонова рада пополнению. В любительской лиге женского хоккея команда играет уже 4-й год. Среди игроков не только профессиональные хоккеистки, но и флорист, менеджер, бывшая теннисистка и тренер по плаванию. В планах на этот сезон выйти в финал, сыграть в Сочи, а еще создать команду «Дубль» под названием «Маруся». Маруся как Формула-1. Быстрые и сильные. Маруся – это скрытая мощь настоящей русской женщины. Мария Айнулина заболела хоккеем 2 года назад, когда начала работать менеджером в магазине атрибутики Акбарса. На коньках никогда не стояла. Таких, как Мария, в Марусе 7 девушек. Готовы набрать еще. В том, что проект ждет успех, Мария не сомневается. Команда бесплатно тренируется в центре Даниса Зарипова. Собственную раздевалку и лед в спорткомплексе «Баска» девушкам выбила Федерация хоккея Казани.
Ну, лично для меня это хобби, а в целом я занимаюсь командой, чтобы когда-то перевести ее в ряд профессиональных, потому что у нас растет поколение хороших девочек, это 2001 год. Вот я очень жалею, что мы упустили 97 год, потому что очень сильные девочки. К сожалению, им, в лиге некуда расти, да, так скажем, не с кем играть в Казани, то есть у нас нет конкуренток. О том, что Татарстану нужен профессиональный женский хоккейный клуб, вновь заговорили во время недели звезд хоккея КХЛ в Казани. У нас имеется полностью расчета. Мы предполагали тоже создавать базу на базе в Сабинском районе, который имеет Ледовый дворец, там и базы проживания, пункты питания. Выезде, может быть, игры Казани целились, но пока в работе, я сейчас не скажу, когда будет. Девчонки есть. Я уверена, что в Татарстане смогут поддержать эту тему, в плане того, что здесь можно иметь целую команду. У вас есть отличные свои воспитанницы. По данным Минспорта Татарстана, тысячи девочек, девушек и женщин в республике сейчас занимаются хоккеем. В планах континентальной хоккейной лиги до 2023 года число профессиональных женских клубов с 7 увеличить до 10. У Татарстана есть все предпосылки для развития профессионального женского хоккея. Мужской хоккей тому пример. Елена Горбунчикова, Ильшат Аюпов, Андрей Ключников и Рамиль Закиев. 7 дней.